Вашему вниманию представляется теоретический курс «Методология дизайн-проектирования» номер 37239 по специальности дизайн. Курс разработан мной и предназначен для дистанционного, дистанционно-заочного и вечернего обучения. К видеокурсу прилагается научно-методическое пособие, ссылку смотрите в описании, а также зачетные экзаменационные требования и темы курсовых работ. Лекция номер 1 соответствует первому зачетно-экзаменационному вопросу. Цели и задачи дисциплины, методы проектирования, основы теории и методология. Начну с цитаты из замечательного труда великого немецкого философа Георга Фридриха Гегеля. «Феноменология духа» называется эта работа. Wie hauptet Hegel, die Methode ist nicht keine äußere Form, sondern die Seele und der Inhaltsbegriff. Метод – это не внешняя форма, а душа и понятие содержания. То есть методология является важнейшим элементом знания человека. Я бы пошел дальше и сказал, что все, что не учит вас принимать правильные решения, находить правильный путь, и не делает вас богаче, знаниями не являются. Скорее всего, это пропаганда, верование и заблуждения, включая псевдознания по истории. Методология упрощенно совсем. Это мелкие хитрости, всякие, способы, так называемый практический опыт, который заключается и в знании различных программ, умение получать эти программы, использовать программное обеспечение. Об этом мы и поговорим. Итак, методология. Учение о методах и способах и стратегиях достижения цели. Методология говорит о реальных, доступных и законных решениях поставленных дизайнерских задач. Цель и задача дисциплины – это развитие мышления дизайнера и систематизация исторически сложившихся методов. Существует несколько понятий термина методология. Первое – это методология – это учение о способах, как пройти путь для достижения цели. Второе – методология – это тип рационально-практического мышления, характерный для практичных, склонных к систематизации людей, склонных к созданию алгоритмов, которые ускоряют нашу работу. Методология в дизайне – это поиск возможных вариантов решения поставленных задач в данной ситуации, но не нарушает интересов окружающих и не разрушает экологию. Существуют концепции разной степени разработанности, разного уровня и широты охвата, например, концепция Джонса, Грашина, Рунге, где метод – это инструмент, связанный с идеей правильного, в кавычках, правильного пути познания, то есть наиболее быстрого и удобного. Дисциплина знакомит вас со спецификой и основными понятиями дизайна как самобытного вида проектной деятельности, сложившегося в 20 веке. Рассматриваются два аспекта. Первый – ретроспективный, это обзор зарождения, становления, эволюции концепции дизайна в общемировом контексте, то есть историческая перспектива. А второй – это изложение методологических концепций, основанных на современных взглядах на дизайн проектирования, которые излагаются в книгах европейских и американских дизайнеров. В начале предыстория. Древние восточные мудрецы поражали обывателей чудесами, которые, по сути, были тщательно отработанными методами создания объектов или методов поиска и решения визуальных задач. Так появлялись волшебники, фокусники, религии, как первоначальная форма науки, и наука в современном понимании. Это арабские цифры, математика, алхимия, превращение материалов. Граница между фокусом и знаниями, методом, она практически не существует. Вы можете создавать что-то, что удивляет людей. Важен конечный результат. Людям должно это нравиться, это должно быть красиво. И дизайнер вот такой волшебник. Тем более магистр-дизайнер. Итак, о истории. В Китае 3000 лет назад появляется методика фэнг-шуй.
Это два иероглифа, вода и воздух. Даосская практика символического освоения пространства, которое улучшает жизнь, увеличивает ее продолжительность и состояние здоровья. Издревле создавались методы архаичной математизации и решения проблем. Например, пирамиды Египта были созданы с помощью такого метода: обыкновенный шнур. Он мог быть отвесом, он мог быть циркулем. Если мы имеем центр, то противоположная сторона шнура рисует идеально правильный круг. Он может быть геометрическим прибором, а деление его на составные части давало элементы математики. Ну, допустим, 1/2. Это концы соединенные, и мы получаем пол шнура, 1/2, пол шнура, 3, можно 2/3, 3/4 шнура. Это получается целая узелковая математика. Если на шнуре ставить узелки, то есть пометки его деления, мы можем умножать, прибавлять, отнимать. В общем, все делать с элементарным прибором. Вот такой незамысловатый первый древнейший метод. Пирамида сориентирована по звездам на северо-запад и на звезду Сириус. Согласно религиозным догмам, все достигалось достаточно простыми методами: отвесами, делением шнура на части, наблюдением за звездами и магнитными ориентирами. Иголочка с намагниченным концом всегда показывала только в определенном направлении. И поэтому эти примитивные инструменты стали основой базы методологии. Существует две противоположные цивилизации. Индийская Мохенджо-Даро, она заложила все основы астрономии, математики, геодезии. Они проектировали дома и города с точным ориентированием по сторонам света и передавали эти знания следующим цивилизациям. Ну, в первую очередь, египетская, арабская цивилизация. Уютно было в этих городах. Была ливневая канализация, гигиена. Солнце вставало в окнах и освещало, и в то же время ультрафиолет стерилизовал жилье. В общем, все было предельно продумано 5000 лет назад. Теперь к ближайшему времени античная философия. В античной философии представление о методе как о пути достижения цели или правильного пути познания содержится в учении Сократа. Оно представлено в сократических диалогах Платона, где предполагается определенная методология поиска истины, направленная на выявление противоречий в позиции собеседника, представляющая примитивное, расхожее или обыденное мнение. Ну, пример, допустим, кривизны пространства или плоской Земли. Легко понять, что Земля не совсем плоская, если выехать на середину моря, видны края горизонта. В общем, возникают некоторые сомнения, из которых можно делать некоторые выводы. Эта методика сформировалась как сократическая маевтика и выступила первой в Европе, обратите внимание, в Европе исторической формы методологии древнего периода. Потому что существует вот чисто европейский взгляд и существует общемировой. Ни китайцы, ни индийцы, древние цивилизации, они не согласны с этой точки зрения, это естественно. Аристотель приписывает Сократу открытие методов определения индукции, процесса логического вывода на основе анализа от частного положения к общему, который Аристотель рассматривал как основу научного метода. Принципы детерминизма, то есть причинно-следственных связей, согласно которому из факта, что в мире все взаимосвязано и причина обусловлена, следует возможность познания и предсказания событий, имеющих как однозначно определенную, так и вероятностную природу. То есть представление о судьбе, о линии жизни. Все это сделано древними греческими философами первоначально. Но в Европу эти знания не попали напрямую, так как варвары разрушили всю эту цивилизацию,
потому что она стала составной частью Рима, а римскую цивилизацию, понятно, разрушили те же самые готы, бриты и наши, значит, вот племена Аттилы, гуны, ну много кто приложил свою руку для разрушения первой европейской цивилизации. Вернулась же она в Европу через арабских философов. Великий арабский ученый Абу Аль-Валид Мухаммад ибн Ахмад, известный как Ибн Рошд, андалузский философ. В Западной Европе он известен был под латинизированным именем Аверроэс. Они вообще представляли себе, что Аверроэс это вот европейский, да, он действительно жил в Испании, что это европейский ученый. Но это другая цивилизация, это восточная цивилизация, вернее, остатки цивилизации великой, которая с востока пришла вначале на африканский континент, потом через Африку в Европу. Андалузы – это Испания, это район, откуда пошла наука, культура, искусство в Европу. И теперь европейцы считают ее своей. Значит, Ибн Рошд объяснил и подарил Европе логику Аристотеля, других древнегреческих философов. Это способствовало возрождению европейской мысли и созданию европейской философии. С этого начался момент доминирования европейской цивилизации в мире. Была создана в эпоху Возрождения, титанами Возрождения, была создана мощная база. Вот, например, витрувианский Homo Vitruvianus, витрувианский человек Леонардо да Винчи, он, так же как и другие титаны, Рафаэль Санти, они способствовали мощному развитию первоначально итальянской науки, культуры, искусства, а в дальнейшем и всей европейской. Дальнейшее развитие этого дизайнерского направления, витрувианского человека, породило новые, более совершенные методы гармонизации тела и мира. И, например, модулор Ле Корбюзье – это методика пропорционирования, разработанная уже французским архитектором Шарлем Эдуардом Женере. Ну, плюс был создан метод проектирования на чертежной доске Кульмана. Здесь, видите, уже и французы, и немцы, значит, подключились. Таким образом, методология отделилась от античной философии и превратилась в самостоятельную науку для дизайнеров, архитекторов и художников. Теперь, методология как часть философского знания тесно связана с другими науками, например, с теорией познания, гносеологией. А познаваем ли этот мир? Всегда остается вопрос. Гносеология и также эпистемология. Эпистемология – философская методическая дисциплина, исследующая знание как таковое, его строение, структура и развитие. Нередко она выступает как синоним гносеологии, но это отличная дисциплина. Может быть, мы о ней позднее поговорим. Вернемся к гносеологии. Философская дисциплина, занимающая исследованием и критикой теории познания, и вместе с ней выполняет ряд функций. Вопрос самый главный решает она: познаваем ли этот мир? Если мы обладаем только ограниченными чувствами, ну, например, обоняние, осязание, значит, запах, цвет, ну, это очень ограничено в связи с тем, что большинство даже существ, живущих на Земле, кто-то видит в ультрафиолетовом спектре, у кого-то есть инфракрасное зрение, у кого-то есть, допустим, ультразвуковое видение, ну, дельфины, ну, все в мире отличается, все в мире отличается. Мы только часть этого мира и видим его очень-очень сбоку, то есть однобоко. А значит, мы не можем познать этот мир. А так как этот мир непрерывно познается, и чем больше мы знаем, тем больше
узнаем, что мы ничего не знаем об этом мире, можно было бы сделать вывод, что мир непознаваем. Но это не так. Ведь познание – это процесс. И каждый раз вы что-то узнаете, выясняется что-то, чего вы не знаете, двигаетесь дальше, и вот этот самый диаметр непознанного, он увеличивается до бесконечности, но тот объем знаний, который вы имеете, это как раз огромная ценность, которая говорит о том, что мир можно познать. То есть площадь, которую вы уже осознали, является вашим знанием и вашим достоянием. Так, функции. С одной стороны, гносеология представляет общие познавательные и исследовательские принципы для изучения реальности, включая социальную, виртуальную реальность. Об этом позднее. Это опыты, это статистический анализ, лабораторные исследования, макетирование, чертежи и различные методы, которые помогают человеку понять, как устроен этот мир. Начиная от самых примитивных микроскопов до андронного коллайдера и телескопа Хаббл, который показывает нам галактики и цивилизации, находящиеся от нас за 1000 световых лет. Вторая функция – это разрабатывает в общих чертах проблему истины и методы ее продвижения, методы ее понимания. Третья функция конструирует аналитические схемы для изучения истории различных типов знания, научного. Но здесь придется сказать, что области познания различные. Мы можем познавать мир через искусство. Ну, например, создается художественное произведение, которое показывает красоту этого мира, как бы познавая его. Через искусство это не научно, но в то же время это сфера знания. Существует чисто научное, математическое познание. Вдруг формула нам показывает, что мир устроен так. Но цифра это тоже не все. Есть религиозное познание. Мы как бы познаем мир, веря в то, что познаем. Тоже ограниченный способ познания. Он немножко устарел. Когда человек мало что понимает, он начинает просто верить в это. И это особенно характерно для религиозных деятелей, там, церковных деятелей, политиков. Вот они ничего не понимают, но верят. И эту веру принимают за реальность и двигаются по пути, ну и, естественно, делают ошибки. И существует еще обыденное познание. Вы каждый день утром встаете, пробуете, если поставить руку в огонь, то жарко, горячо, здесь горячо, это нельзя делать, значит, это опасно. И это вот обыденное познание, что можно делать, что нельзя, является тоже очень важным познанием. Оно начинается раньше всех, с детства ребенок вот познает обыденно, как устроен этот мир. Теперь о втором аспекте. Второй аспект методологии – это изложение методологических моментов дизайн-проектирования. То есть, собственно, всякие методы и средства, и хитрые способы, которые должны знать магистры. Магистр в каком-то смысле волшебник. Он должен пытаться делать чудеса дизайна. В общем плане делать эти чудеса и на конкретных примерах. Прекрасный интерьер, в котором приятно живется, прекрасные предметы быта, одежда и так далее. Достаточно подробно основные методы проектирования в 20 веке изложены в работах Джонса Кристофера Джонса. Это мой наиболее любимый ученый, хотя их на самом деле очень много. Просто эта книга, она как бы моя настольная, и поэтому я ее рекламирую. Книга называется «Методы художественного проектирования». Последнее издание, Москва, 1986 год. Здесь описано 35 методов. Они классифицированы по 5 основным критериям. Это эффективность, соответствие, удобство, известность метода, критика недостатков метода. А также в работе отмечены все известные на то время наиболее
популярные методы в области дизайна. Следующая работа, которая мне также нравится, это работы отечественных дизайнеров, работы доктора искусствоведения, профессора Крашина Алексея Алексеевича. Это методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. Книга так называется. Она самая известная, у нас есть она в библиотеке. В книге рассматривается унификация и агрегатирование как специфические взаимосвязанные проектные методы дизайна. И также в работе Рунге Владимира Федоровича Есенковского они вместе сделали замечательный труд, который поможет вам стать настоящими магистрами. Это «Основа теории и методологии дизайна». Москва, 2003 год. Но в лекционном курсе вот здесь изложена и собственная позиция автора. Взгляды на современную методологию с точки зрения интернет-философии 21 века. Мир быстро меняется, и книги, которые были давно написаны, замечательные, но программное обеспечение, интернет, те возможности, которые имею я, не имел великий, допустим, Джонс, да? Джон Кристофер Джонс не имел. Может показаться, что да, я как бы владею большим материалом, но почему? Все базируется на его плечах. Не было бы его, не было бы всего то, что есть сейчас. Включая вот вас, меня. Надо, конечно же, первоисточники хорошо знать. И Рунге, и Синьковского, и Грашина. Вот. Но надо понимать, что теория и методология движутся дальше. И в современной интернет-философии все несколько меняется. Значительное место в современном мире уделено эргономическому обеспечению проектированию, где человек, его антропометрические возможности находятся в центре изучения. Точность выбора методики напрямую связана с психологией человека, с его комфортом. То есть не сама программа работает. Нужно, чтобы программа конфигурировалась таким образом, чтобы человек был удовлетворен, счастлив в этом мире. Если вы попытаетесь полностью передать или роботизировать процессы дизайна, может случиться две вещи. С одной стороны, дизайнер как профессионал не нужен будет. С другой стороны, и вы лишитесь профессии, да? С другой стороны, сам дизайн и вот удовлетворение потребностей человека лишатся важнейшего фактора – это чувственного начала. Человек должен чувствовать, нравится, не нравится, люблю, не люблю. Эти субъективные ощущения, в основе которых генетическая память человека, они должны быть основой. Это вот с моей точки зрения. И это мой отличительный взгляд от математизированной логики предыдущих авторов. В конце 20 века все вопросы начали решаться с помощью компьютерных программ. И все предыдущие методы стали превращаться в виртуальные. То есть любой метод, который был придуман европейскими и американскими дизайнерами, они так или иначе роботизируются и превращаются в программы. С помощью 3D-сканеров, групповой периферии, плоттеров, 3D-принтеров, электронных фото, видеокамер, электронного компаса, ГЛОНАСС для ориентации в пространстве. Наложилась связь с компьютером, с его центральным процессором, что позволяет полностью заменить ручной труд. Не человек, обратите внимание, а ручной труд, мелкий труд, вычислительный труд. И чертежные методики современные, они помогают облегчить все вычислительные процессы в дизайне, ускорить процесс создания чертежа, проекта и так далее. Итак, виртуальные методы – это владение техникой и навыками объемного моделирования в программах или в software. То есть в софтах, как у нас говорят, такое сленговое слово софт, делится всегда на две части. С одной стороны железо говорят, но это значит, собственно, сами программы, материнские платы, то есть сам корпус с материнской платы, процессом, сопроцессором и, значит, вот всеми элементами этого мыслительного аппарата. Это с одной стороны, его называют железом, с другой стороны софт. Это, собственно, мозг, думающая часть этого железа. И для него создаются программы. Наиболее популярные, я перечислю, это 3ds Max,
да? Astron Design Pro, Floorplan, AutoCAD, Archon, Archicad, SketchUp Pro, Visicon. Ну и отечественная программа есть такая, наш сад Кристалл. Она, конечно, тоже построена на достижениях, значит, вот западных программ, но это отечественные разработки, так что рекомендую, если вы патриоты, пользоваться и нашими разработками. Ну и также те программы, которые вы хорошо знаете, они получают новые, значит, усложнения, такие как CorelDRAW, Photoshop, Moodle и так далее. Ну, я не буду, конечно, говорить о школьных программах, вордовских приложениях. Ну, это, ну, скажем, вы должны были освоить еще в школьные времена. Всякие приложения Word, вы их хорошо знаете. В основе всех программ лежат достижения науки, и прежде всего информатики, математики, вычислительной техники, геометрии, гиперболическая тригонометрия Лобачевского. Здесь надо просто понимать, что мир, тот, который вы знаете, он неоднозначный. Есть просто геометрия, пифагоровская геометрия ровная, да, где параллельные линии не пересекаются. Есть геометрия микромира, макромира, где все по-другому. Ну, что сделал Лобачевский? Он добавил к плоской и сферической тригонометрии третий раздел. Вот в целом по тем основам, на которых базируется. Теперь несколько слов о работах. Научно-методологические труды создаются в различных областях. Ну, в математике, здесь величайший труд работы математика Пуанкаре, социальные и гуманистические науки, здесь Вильгельм Виндельбальд, Макс Вебер. Ну, в дизайне мы остановимся на Джонни Кристофере Джонсе. Это валлийский дизайнер, обратите внимание, валлийцы это как бы отдельная национальность, да? Джон Кристофер Джонс назвал свою книгу «Методы проектирования». Инженерное и художественное проектирование. Книга этого английского специалиста методологии является введением в системотехнические методы проектирования. Здесь представлена достаточно полная картина современного проектного анализа, методы которого имеют универсальный характер. Применим в самых разнообразных областях, в дизайне, в инженерном проектировании, в художественном конструировании, в экономическом прогнозировании, ну и в любых других. Я даже использую это в саунд-дизайне, в композиции, в музыкальном творчестве. Для специалистов в области системы техники, исследования операций, эргономики, инженеров, психологов, инженеров-проектировщиков, художников-конструкторов, студентов инженерных, экономических, художественных, конструкторских отделений. Эта работа, конечно, прекрасная методологическая база. Как она выглядит? Здесь изложены, как я уже сказал, 35 методов, каждый из которых 35, обратите, каждый из которых делится на ответственные части. Они классифицированы по 5 основаниям или критериям. Ну, первое основание – это эффективность, насколько быстро и, значит, качественно будет выполнена поставленная задача. Потом соответствие в той или иной области применимо, по удобству, по известности метода, то есть популярность метода, и по критике недостатков, плюсы и минусы. Значит, ну, точно так же, кстати, все программы классифицируются, современные. Вы будете писать рецензию на программу компьютерную, где вы должны будете указать плюсы этой программы, минусы этой программы. Все по принципам, которые завещал великий Джонс. Метод – это теория или учение, которое заключает совокупность приемов или операций. Они подчинены решению задачи и простроены в определенной последовательности. В дизайне это создание и способ упрощения работы или упорядочения процесса, что очень важно, потому что можно запутаться в порядке. Выполняя не в правильной последовательности операции, можно полностью испортить и арт-объект, и дизайнерскую свою разработку.
Если же вы точно знаете методику или последовательность операций, вы делаете это все быстро, эффективно, то есть вы обладаете как бы опытом. Иногда опыт набирается практическим путем, человек просто что-то делает, ошибается, портит, ломает, потом снова делает, и он набирается опыт. Но это неправильный подход. Вначале нужно иметь теоретическую базу и знать последовательность решения всех элементов. Среди важных элементов является иллюстрирование процесса. Нужно видеть. Если у человека нет внутреннего видения, но нужно его просто нарисовать, набросок сделать, фор-эскиз, какую-то иллюстрацию. Вот иллюстрирование является начальным периодом познания. Дальше существует эвристическая аналогия. Это метод познания и творчества. Основой этой аналогии служит сопоставление и соотношение реальной действительности. Например, мы хотим летать. Мы смотрим на уже летящую птицу и представляем, как сделать самолет. И мы всегда можем увидеть в любом летательном аппарате контуры какой-то реальной птицы. Там Боинг, может быть, пеликан, может быть, еще что-то. Можно посмотреть, как летит альбатрос, но это явно похоже на что? Альбатрос похож на планер. Это так называемый бионический подход. И найти аналогию в мире, в биологическом, в космическом, ну в любой области всегда возможно. Основой эвристической аналогии служат сопоставления и связи. Применение способов. Ну вот здесь я закончу о биологическом подходе. Вы просто смотрим на животных, там вот улитка. Если вы хотите, ну скажем так, есть такой кессонный метод проходки через горы, под землей, то это все снято у червя, древоточца, как он обрабатывает стенки внутренние, он проходит сквозь древесину, укрепляя стенки вокруг себя, и он делает ход, по этому ходу он всегда может избежать хищников. Ну, в общем, то же самое, что делают современные проходчики подводные, подземные, взяв этот метод. Откуда? Из бионики. Применение способов устанавливает противоречие между аналогией и объектом. То есть вы берете объект, видите, что вы можете использовать, видите, что невозможно, находите эти противоречия, решаете их, и таким образом вы можете полностью не восстанавливать ситуацию, то есть решать свои проблемы, используя только часть от аналогии. Результатом решения проблемы это рождение новой эвристической методологии, то есть сопоставление не одного предмета, а двух, допустим, объектов. Оно применимо во всех областях. Две науки рождают новую. Новая наука всегда рождается на стыке двух каких-то старых наук. Может применяться даже вот в мифологии, в искусстве, в скульптуре. Ну, вспомните, кентавр, кто это? Это равно конь и плюс человек, да? Если посмотреть в определенном ракурсе, то всадник летящий, когда не видно вот, напрямую голову, кажется, что это человек и конь. И многие, испугавшись гуннов, да, говорят о том, что это кентавры. Они боятся, они убегают, они не смотрят, как выглядит реально. Но та скорость, те возможности гунской кавалерии, которые поражали в свое время римских, мифологизантов, они, конечно же, порождают и различные облики. И люди считают, что да, есть кентавры, да, есть драконы. Кто такие драконы? Драконы, по сути, видны, когда делаются археологические раскопки. Мы видим динозавров, они очень похожи на что-то, что жило, и отпечаток в камне есть. Значит, не может этот отпечаток существовать так просто. Значит, были драконы. Вот. Ну, грифон, смесь кого?
с кем? Это два император воздуха и император земли, лев и орел. Получается грифон, сируши, это дракон, это, скажем так, змея и лев опять-таки. И многое другое. Все существующие фантастические существа – это не просто порождение больного воображения. Нет, о них делают выводы и пишут, как ученые исследуют, потому что мы видим отпечаток, значит, оно есть. Значит, артефакт. Есть очень много таких захоронений древних, где смешались различные пласты. Допустим, пласт одного уровня и пласт другого вместе в одной могиле. Если раскопать, то получится, что голова какого-то цертозавра трицератопса приложена к голове, скажем так, более последующих существ, похожих на бегемотов или львов или еще что-то. И вот возникают существа в сознании изучающего артефакт ученого. Теперь существуют субъекты аналогии дизайна. Они различные. С одной стороны, можно использовать поэтический способ. Сжатый, образный, противоречивый, обладающий большим эмоциональным и эвристическим смыслом. То есть такое художественное произведение, которое не является впрямую научным фактом, но который помогает развивать методику, методологию, науку. И вот этот поэтический способ, он очень важен. Это сказки, легенды, это первоначальные религии, первоначальные способы познания мира. Существует символический способ познания мира. Это различные метафоры, сравнения, преувеличения. Существует также просто фантастический способ. Это способ, который мы хотим, чтобы он был, хотя он не существует, и так невозможно сделать. Но он помогает нашей мысли, нашей фантазии развиваться, где в конце концов мы получаем результат. Когда-то ковер-самолет породил современные летательные аппараты. То есть фантастический способ видит мир не таким, каким он является, а таким, каким мы хотели бы его видеть. Ну, естественно, в основе всего эвристический метод, особенно в дизайне. Эвристический метод в дизайне квартир, автомобилей. Как сделать все это минимальными затратами, мы просто исчем, находим аналоги в других областях. Сейчас развивается космическая техника, индустрия. И что-то уменьшается, что-то увеличивается. И в конце концов, наши современные квартиры и автомобили будут продолжениями нашего организма. Мы сможем создавать какие-то вещи, но это далекое будущее. О нем я говорить сейчас не буду. Я просто стараюсь сейчас наложить те положения, которые есть уже у Джона Кристофера Джонса, на те положения, которые можно было бы развить в будущее. Он говорил о эвристическом методе, и вот куда это приводит. Дальше он говорит о агрегативный метод, и куда он приведет. Агрегатирование, прежде всего, что это такое? Это разделение или расчленение на самостоятельные узлы элемента целого, где каждый узел может использован быть многозначно. Ну, таким образом можно ведь разделить любой объект. Ну, допустим, человек делится на мозг, на голову. Это, собственно, управляющий элемент. С другой стороны, вот руки. Руки – это очень сложный аппарат, равный мозгу. Вы помните, да? Есть терминатор, вот как выглядит эта металлическая рука, которая может сделать больше, чем рука наша, физическая, человеческая.
Вот, ее нужно изобрести, все эти узлы должны работать синхронно. Вот это агрегат. Агрегат рука, часть нашего мозга. Ноги, которые помогают нам перемещаться, это тоже очень интересный, хотя более простой аппарат. Ну и узел, который обеспечивает энергией. Да? Наш позвоночник, пищеварительный тракт и все прочее. Все эти элементы можно разделить. Их можно комбинировать. Их можно убирать и не нужно. Если есть шнур для робота, который подает энергию, то внутреннее энергоснабжение не нужно. Значит, соответственно, остаются только ноги, руки, и по проводам можно даже и мозг отделить. Остаются только манипуляторы. Так устроены заводы. Вот современные японские заводы по производству многих продуктов, где есть только манипуляторы, то есть руки как бы, вот, а все остальное оно отдельно. И это вот тот самый агрегативный метод Джонса в современном виде. Каждый элемент можно соединять, не только разделять. Это совокупность элементов. Например, швейцарский нож. Если вам нужно объект, который мог выполнять несколько функций и при этом быть компактным, вот это то самое, что вам нужно. И ножик, и отвертка, и ключи гаечные, и ложечка покушать, и вилочка. Все необходимое, все маленькое и компактное. При этом возникают новые возможности. Такие вот разделенные или собранные в едино элементы начинают обладать новыми свойствами, о чем, собственно, и говорил Кристофер Джонс. Можно менять положение, сосредотачивать свое внимание прежде всего на агрегате узле, который в данном случае наиболее необходим, который более компактный и недорогой. Ну, я уже говорил, что яркие примеры — это современные конвейеры, станки конвейерные, полностью роботизированные конвейеры, где людей вообще нет. Здесь все делают только... Таким образом, не меняя элементов, можно изменить внешний вид. Внешний вид. Ну, допустим, объект, которому не нужны, ну, скажем так, только ноги или движущие элементы, он стоит раз на постаменте постоянно, к нему можно приделать несколько рук, скажем, 3-4, или наоборот сделать универсальные элементы агрегатные. Причем эти элементы можно соединять в любой последовательности. Простой принцип для дизайна, который вы постоянно видите, это разнообразные конструкторы. Есть вот элементы металлические, там они могут пластмассовые, из которых можно собирать все. Игрушки, дома, какие-то предметы быта. Существуют универсальные сборочные системы. Ну, наверное, вы видели очень много подобных вещей. Элементы, допустим, канализации, труб и всего прочего могут быть использованы в любых областях. И в дизайне, и в арт-объектах. Мы видим, значит, вот украшения, сделанные из вот элементов, которые не предполагали использование их вот по такому назначению. Ну и так далее. Это все агрегатирование. Оно очень важно для того, чтобы сократить количество элементов, сделать предметы более дешевыми, потому что, выпуская однотипную продукцию, которая используется во всех областях, мы получаем большую экономию. И, собственно, все направление нашей техники в этом. Чипы, которые выпускаются в Тайване, они используются везде, от стиральной машины до интеллектуальных машин, компьютеров. Чип — универсальная вещь. Такая память. Значит, элементы конструкции, просто элементы соединения, специальные зажимы. Это все. Есть наборы конструкций, мебельные элементы. Вы можете зайти куда-то в Leroy Merlin или в хозяйственные магазины, где продают просто элементы мебели. Да? Так называемые фурнитурно-соединительные элементы, из которых можно собрать все. Остается просто принести доски и собираем, что хотим.
Или, допустим, никелированные трубы, их соединения и все прочее дают возможность нам создавать и не только полки, но и даже люстры я видел, замечательно сделаны нашим дизайнером из этих элементов. Теперь следующий важнейший раздел – это ассоциативный метод. Это взаимосвязь между чем-то очень далеким. То есть аллюзия, ассоциация и сопоставление. Можно ли благодаря ассоциации создать новую методику, новый дизайн-объект? Ассоциативный образ взят из компьютера. Компьютер, кстати, постоянно мыслит такими категориями. Он смотрит ассоциации, определяя нашу речь или определяя, что хотят от него люди. Он смотрит на две вещи. Если вы обращались, допустим, в интернете с какими-то вопросами, он уже запоминает и выдает вам приблизительно по этой логике. Если вы интересуетесь живописью, то вот он стремится, у него ассоциативный ряд простраивается внутри. Ассоциативный ряд устроен ведь и у нас. Наши компьютеры устроены как в религии, по образу и подобию. Мы всегда ассоциируем, мы видим, слышим только то, что хотим видеть, хотим слышать и понимаем в это что-то. Вот я читаю лекцию, каждый из вас понимает не то, что я говорю, а только то, что вас интересует, с чем вы уже... И бывает порой так, что я говорю одно, а вы думаете совсем другое. Особенно это заметно в человеческих взаимоотношениях, в лирических, то есть в любовных отношениях. Парень говорит одно, девушка понимает совсем другое. Значит, и наоборот, девушка говорит, что она обещала. Нет, это совсем не так. Каждый слышит то, что хочет услышать. Точно так же и работают компьютеры. Он определяет вашу речь только так, как он хочет увидеть и услышать. Но он более точен и более универсален. Чем больше ассоциативных знаний, чем выше набор различных методик у компьютерной программы, тем точнее делаются эти определения, тем точно и лучше понимает компьютер вас, понимает то, что вы от него хотите. Подобная целевая направленность держит в памяти образ, который мы видим, делает ассоциативное проектирование вот этой образной системы и приводит нас к новым методологическим отношениям и новым моделям. Здесь мы плавно переходим к разделу о гештальтах. То есть наш мозг устроен так же, абсолютно. У нас там есть рисунки, с которыми мы сравниваем как-то. Мы видим вдалеке фигуру. И у нас в гештальте есть определенные вот такие образные уже характеристики. Мы точно определяем. Бабушка, дедушка, девушка, парень идет по характерным движениям, да, порывистые, медленные. И все. То есть мы сравниваем с тем, что у нас есть, и даже в облаках, в которых ничего нет, мы видим летящих коней, мы видим то, что хотим увидеть. Но этот раздел очень большой. Здесь если я буду говорить, допустим, о Кристофере Джонсе, огромная книга. Здесь экспериментальные методы, формализованные методы и все прочее. Я попытаюсь отдельно поговорить о экзаменационном вопросе номер 1. Это будет отдельный вопрос. А здесь я завершу нашу лекцию. Это первая лекция по методологии. И обращу ваше внимание, что необходимо сделать лайк, если вам это нужно и интересует. Я ссылочку сделаю по тому, где можно найти все важные моменты. Это вот этот самый, научно-методическое пособие, да? Очень важно, где можно почитать, как учиться методологии. Это чисто моя разработка, она немножко отличается от того, что вы увидите на основном нашем сайте. Теперь какие-то вот мои лекции вы сможете увидеть, здесь ссылочки будут. И, безусловно, зачетные экзаменационные требования, темы курсовых работ и все необходимое.
вам для познания этой сложной, но очень необходимой науки. А на сим я прощаюсь с вами. Всем счастья и здоровья. До следующей лекции.